Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». А поймут, откуда звук-то идет? По моему внешнему виду вы понимаете, что наш сюжет первый будет посвящен замечательному мероприятию, которое называется УКТ Geek Fest, друзья. Показалось, что в прошлом году было как-то более уютнее, потому что были только свои, были только ребята, которые действительно гики. А в этот раз было много посторонних людей. Я не знаю, хорошо это или плохо, может быть. Наоборот, гик-атмосфера в нашем городе растет, но я не знаю. Там была игра Rock Band. Эта игра еще не вышла. И у посетителей была возможность сыграть в нее, так сказать, вне очереди. И вот это действительно круто. Были обычные люди, были люди с полукосплеем, ну вот как ты сейчас. Это очень оскорбительно. Также брали интервью у Джокера. Вспомнил. Значит, ценит, помнит. Я сначала имя хотел вспомнить, а имя не вспомнил. А Джокера? Нет, Леха. Ты же тоже пришел с семьей, да? Ну, не с семьей, а... С детьми. С кем ты С сестрой я пригласил ее, чтобы она была подругой моего персонажа Харли Квинн. И в итоге она заняла второе место при минимальных затратах на косплей, хотя я покупал себе кучу одежды, красил волосы. Вот это опасный момент, давай продолжай. Это сильно тебя беспокоит? На самом деле, да. Она очень много потом шутила надо мной и до сих пор шутит. У тебя еще здесь нарисовано, что было, да, татуировка рта? Да. Нарисована татуировка рта. Ну серьезно? Нет, улыбки. Как правильно сказать? Улыбки же. Улыбки рта. И он так делал, типа... Даже когда ему грустно, и как будто он улыбается. Когда было грустно, я ее переворачивал. И вновь наша супергеройская команда собралась для того, чтобы осветить это прекрасное мероприятие. Поехали! Ты у нас кто сейчас? Я Евангелина из Вакфу. Кейковат из Ори. И Маска Ниндзя. Как вы нашли друг друга? Черепашка живет в канализации, вы где-то в лесу. Что делать? Жизнь странная штука. Я Джон Константин, я демонолог, экзорцист. Если у тебя проблемы с чертями, звони мне, это мой номер, все будет хорошо. Я Харли Квинн, подружка с Джокером. А вот волосы ты как сделал? Ты их покрасил или это парик? Это обычная зеленка, которая типа детям мажут ранки. Мы намазали ранку Джокеру на голове, там просто дырка. А как чертей определить? Мне на районе пацан деньги не отдает. Это черт? Конечно, черт! А ты приехал? Я не могу смотреть. В Якутск на фестиваль. Сколько времени ушло на то, чтобы создать этот прекрасный образ? Ну, по-настоящему, 2 дня всего лишь. Это что такое? Это в маркете, наверное, да, ты приобрела? Типа того. Мы движемся дальше. У нас Джек Воробей. Привет! Джек Воробей. Капитан Джек Воробей уже под... Это что у тебя? У меня тут чистый ром, не извольте сомневаться. Ну, по нему видно, что это чистый ром уже. Ты кто у нас? Привет! Милитарон Темпестус Суан Прайм. Спецвойска Имперской гвардии. Авва Император! Командор корпуса смерти Крига, Имперская гвардия. Авва Император! А ваша миссия какая? Искоренить ересь. И сколько ереси сегодня здесь? Тут никакой, а там много. Друзья, мы движемся дальше в поисках. Вот смотри, королева. Ты хочешь звезда? А какой у тебя сегодня косплей? Я косплею того парня из сериала. Из какого? Ну, из того популярного. Отлично. А какое у него самое популярное движение?
Как называется? Я не помню. Странный. Ты, походу, с Джеком Воробьем ром пил. Пошли дальше. Пиу-пиу, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, пиу-пиу-пиу. Кузен Ит, Баксли Адамс, Вестер Адамс, Венсдей Адамс, Мартиша Адамс, Гомес Адамс. Там еще бабуля где-то ходит. А в реальной жизни вы являетесь родственниками? Да, Серьезно? да. Ну, около месяца мы готовились, и самый сложный, это, наверное, кузен Ит. А это что вообще? Это подушка и... Мы не раскрываем секреты. Па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам. Скайп Средиземья. С ним связывались с Сауроном. Это мы делали все вручную, это из глобуса. Эта стойка сделана из коробок из-под пиццы. Люблю фэнтези читать и решила сделать мага огня. Сборная солянка из разных книжек получилась. Тут, правда, уже зелень немного подпили, восстанавливающие всякие травки. Молоко единорога. Классно, все, спасибо, приятного вечера. А есть еще что-нибудь? Я начитанная эльфийка. А можешь прочитать какое-нибудь заклинание к нам в камеру, чтобы у нас все было хорошо? Авада Кедавра. Это же из Гарри Поттера. Эксперимус. А ты давай ответку. Протего. Протего. Что такое протего? Я Hulk Girl из игры Injustice. У нее крылья есть, и она летает. Вот это ее особенность. А у тебя? Уже сняли. А ты кто? Привет. Привет. Я Вонка. Нет. Нет, серьезно, Вонка. О, это ж Вонг. Я есть пирамидоголовый из Silent Hill Что он делает? и других ценных персонажей. Очень плохо. Ну, сегодня ты положительный. Да я сама доброта, если честно. Ты положительный или отрицательный персонаж? Конечно, это положительный персонаж. Главная миссия которого? Революция. А это что, за ворота волшебные какие-то или нет? Нет, это как бы Тори, они обозначают вход в другой мир. Не лазит в другой мир. Смотри, а тебя закрыть же можно, да? Ну-ка. Ди Каприо, наверное, да, какой-нибудь? Я Дэрил Диксон из сериала «Ходячие мертвецы». Самое главное, чтобы никого здесь не было, никаких зомби здесь не было. Я хожу, ищу зомби. Если нашел... Я сегодня Волжин. А как долго ты делал свой костюм? Недели 3. Что это такое? Я думал, ты муж Наташи Королевой, Тарзан. Рассказывай, кто ты у нас? Я Джиггернаут. Я Финн из мультфильма «Время приключений». А, у тебя еще кошка такая бегает, какая-то с усами, да? Нет, это собака. Где живет Винни-Пух? На деревьях. А это у тебя кто? Это твой брат или друг? Ребенок. Децл в молодости. Нет, ни в коем случае. Я принес с собой этих медведей, наполненных водой. Где пятачок? Ты же должен быть с пятачком. Пятачко. А где он? Пятачок Да. остался дома. Все Винни-Пухи такие потерянные, если честно. Сколько человек с тобой сегодня сфотографировалось? Я не могу сосчитать, пальцев не хватит. Рюка Мата из аниме Kill la Kill. Кстати, мне тоже брали интервью, не ставили пропеллер. Чтобы не оставили, скажи, смотрите пропеллер. Смотрите пропеллер. Объем работы очень огромный. Зал у нас, я даже, честно говоря, не помню, сколько квадратов. Фестиваль просто расширился и по площади. И у нас теперь вот есть стенды чемпионатов больше, хотя сегодня, к сожалению, у нас накладочка по интернету получилась. Но мы сгладим ситуацию, в онлайне мы проведем этот чемпионат, и призы обязательно найдут своих людей, в общем, да. Ладно, спасибо, приятной работы. Все очень здорово, если всем нравится. С вами была телепрограмма «Пропеллер». Увидимся на 3-м ежегодном фестивале Geekfest 2016.
Герой нашего второго сюжета — известный вайнер Паша Микус. Во всяком случае, так говорят мои коллеги. Многие люди пошли туда, чтобы именно посмотреть на него, потому что это первый видеоблогер такого уровня, который приезжает к нам. Человек пробился благодаря 12 секундам. 6 секундам. Если пробить в Инстаграме, там, в Вайне, там, это же есть эпидемия целая, там, Сыктывкар, Киров, какие-то школьники, что-то. То чувство, когда мама тебя будет. Мама будет, а оказывается, что там медведь лежит, и у него там 3 лайка, 3 лапы. Есть формат передачи, как, например, ведут вот Стас Давыдов или Макс плюс 100-500, а есть Вайн. И это просто меняется. И что сейчас популярно, затем люди и следят. Я знаю. Можно мне сказать? А на самом деле, чем же прекрасна эта форма? В первую очередь мы знаем, что лаконичность — это... Сестра таланта. То, к чему стоит стремиться, я хотел сказать. Ну да, сестра таланта. Допустим. И поэтому то, что может человек вложить в 6 секунд, это действительно ценно. И если ты мог благодаря 6 секундам получить какую-никакую популярность, что ты можешь сделать, если у тебя будет 2 часа времени? 3 часа времени? Ничего. 1 миллион подписчиков на крупнейшем видеохостинге сети, сотни тысяч поклонниц и 6 секунд, чтобы рассмешить их. Почему же этот человек остается для всех загадкой? Благодаря компании Билайн и сверхскоростному интернету 4G, который они продвигают на территории нашего города, мы попытаемся это выяснить. Погнали! А он одевает парики и говорит про стереотипы о девушках. Очень смешно. Он Няша жесткий. Веселый, смешной. Что вы можете сказать о людях, критикующих Павла Микуса, вроде Дмитрия Ларина или других скандальных блогеров? Ну, это их дело, если им не нравится. И что вы надеетесь получить от сегодняшней встречи? Позитивные эмоции. Счастье. Привет всем, с вами Паша Микус, и сегодня мы будем говорить о... Посмотрим. У меня 2 высших образования, я закончил РУДН. Я получал диплом, честно скажу, чтобы порадовать маму. Мам, скажи... Скажи «фак». Обалдел, что ли? Во-первых, меня вдохновили американские вайнеры. Во-вторых, сам формат очень удобен, 6 секунд. Девушка, у вас такие прекрасные волосы. При этом достаточно много места для всяких приколов. Нужно постараться, чтобы 6 секунд смысл впихнуть и какую-то актерскую игру показать и так далее. В этом плане видеоблог, я считаю, проще. Девушки, пойдешь на свидание? Мне хорошо одной. 14 февраля. Теперь, когда на нашего героя не смотрят сотни глаз его маленьких фанаток, мы можем поговорить с ним о личном. В интервью днем ты заявил, что ты получал высшее образование ради своей мамы. А как твоя мама относится к твоему нынешнему занятию? Она мне начинала, именно помогала их снимать, потому что у меня никогда не было команды. Но сначала они очень скептически относились к этому, потому что, в принципе, мне уже достаточно много лет было. Должен был заниматься чем-то серьезным, вроде работы там, да. Но, тем не менее, я выбрал такой путь. И когда я начал добиваться успехов, семья, в принципе, увидела и поддержала меня в этом. Ты всегда очень спокойный, сдержанный, но когда, например, совместные видео, ты очень активный. Это связано с тем, что ты находишься перед камерой, или с то, что это твои друзья? Даже если брать мой обычный влог, где я один, я там тоже достаточно спокойный, сдержанный. Это во мне не нравится. Я не знаю, почему я такой, когда я один. YouTube — это такая площадка, на которой любой блогер найдет себя, если начнет что-то снимать. И аудитория так или иначе его направит в ту или иную степь. Если говорить про моих фаворитов, мне нравятся пранки, затем мне нравится Саиндук, очень хорошо снимает. Но, знаешь, честно, Кларину у меня тоже нет негатива. В принципе, он нашел себя, и когда он снимал обзоры на меня, вот эти про войны, я смеялся с друзьями, потому что это реально смешно. Алло, Паша? Да-да. Завтра первый экзамен. А сказать раньше? Никак, скотина. Очень жизненно, да.
Правда, единственное, что может ударить Паша Микус, это, наверное, чувство юмора. Все имеют место быть, а там уже, знаешь, как говорится, по интересам. Нравится — смотришь, не нравится — не смотришь. Вот. Как-то так. Медийная жизнь в нашем городе становится все шире и интересней, и уже завтра, наверное, я не буду думать, куда идти расписывать все по неделям, а просто буду смотреть: сегодня приехал такой-то видеоблогер, сегодня будет фестиваль массовой культуры в каком-нибудь ДК, и это очень интересно. В общем, друзья, что хотелось бы сказать, подписывайтесь. Этот уровень неадеквата даже я не смогу вытерпеть. Дорогие друзья, заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Подписывайтесь на канал на Ютубе. Мы будем ждать. С вами была программа «Пропеллер», Дэдпул. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока. Я вот именно это хотел сказать. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it.